Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах дня. В преддверии 77-летия победы в Великой Отечественной войне руководство страны посетило ветеранов на дому. Профессиональному сообществу адвоката в Абхазии 99 лет. В настоящее время в республике статус адвоката имеют 120 человек. Торгово-промышленная палата Абхазии провела встречу с репатриантами, занимающимися предпринимательской деятельностью на территории республики. Приближается один из самых главных и значимых для многих людей на планете праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что со Дня Победы, самой кровопролитной в истории человечества войны, прошло 77 лет, значимость этого праздника с каждым годом становится все ощутимее. В эти дни мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на полях Великой Отечественной. Президент Аслан Бжаня посетил ветерана Ивана Пилия. 95-летний ветеран сам вышел во двор, чтобы встретить гостя. Президент пожелал Ивану Пилия долгих лет жизни и крепкого здоровья. Отметил, что государство должно уделять больше внимания ветеранам. В беседе Аслан Бжаня и Иван Пилия затронули ситуацию на Украине. «Я не думал, что на своем веку стану свидетелем еще одной войны. США и НАТО ополчились против России, и это сегодня вызывает беспокойство. В этих условиях как никогда важно сохранить мир для будущих поколений», — сказал Пилия. Когда началась война, Ивану Пилия было 14 лет. Он сам непосредственно не участвовал в боевых действиях, но работал на трудовом фронте, а также был в ополчении. Президент вручил ветерану денежный подарок. Еще одного ветерана, Филиппа Артюха, посетил руководитель администрации президента Алхас Квицыня. Репортаж Лауры Капш. В преддверии 77-летия победы в Великой Отечественной войне от лица руководства и от себя лично руководитель администрации президента Алхас Квицыня поздравил ветерана Филиппа Артюха. С пожеланиями здоровья и долгих лет жизни Алхас Квицыня вручил ему денежный подарок. От лица нашего руководства республики, от правительства, от президента и от себя лично хотел бы вас в преддверии большого для нас святого праздника поздравить от души, пожелать вам здоровья, благ земных, везде, чтобы у вас всегда было вокруг вас хорошее настроение, добрые люди, которые сегодня вот рядом с вами. И мы, конечно же, всегда рядом с вами. Спасибо вам за победу. Спасибо. Это вот от нас, от руководства страны, маленькое вознаграждение и наш скромный подарок вам. Филипп Иванович уже в преклонном возрасте. Он плохо видит и слышит, но, несмотря на это, ветеран поблагодарил гостей за оказанное внимание. Наше поколение и молодое наше подрастающее поколение, все мы читаем, смотрим фильмы и учимся и на ваших подвигах. Великая Отечественная война 1941-1945 годов занимает особое место в истории человечества и жизни русского народа. Героями тех событий стали наши дедушки и бабушки, отцы и матери. Они прошли то, что не под силу представить человеку, не увидев события тех лет собственными глазами. С той Великой Победы прошло уже 70-летий. Однако история не забыла своих героев. Филипп Иванович Артюх попадает на линию фронта в 1941 году. 17-летний мальчик, проживавший в станице Изамаевская Краснодарского края, никогда не был свидетелем кровавых схваток, где шла борьба за жизнь и свободу. В 18 лет его призвали в армию, а 5 августа 1942 года военная часть Филиппа Ивановича стала отходить в сторону Терека. Боевое подразделение, где служил Артюх, отправили через Крестовый перевал в Тбилиси, а затем в Кутаиси, где он и получил свое первое оружие. Молодой автоматчик в пехоте и его боевые друзья пешком перешли Мамисон
Артемонский перевал, откуда попали в Северную Осетию. 7 декабря в бою под Владикавказом Артюх был ранен в ногу. Его вместе с другими ранеными погрузили в товарные вагоны и повезли на Каспий в город Избербаш. Позже отвезли в Тбилиси, где до весны Филипп Иванович находился в госпитале на Арсенальной горе. В мае из-за ранения Филиппа Ивановича направили не на фронт, а в Абхазию на сооружение Черноморской железной дороги. 60 лет он трудился в железнодорожном строительстве. И именно здесь он встретил свою судьбу, любовь, с которой прожил уже 76 лет. Я работала на железной дороге старшим кондуктором. Поезда сопровождала. Вот. Ну, а вот так постепенно. А он по базе 8 была здесь. У нас уже этого ничего почти нет. Он там грузчиком работал. Ну, вот так. Я в общежитии была в женском, а он был в мужском. И с общежития освобождалась комнатка, там парочка поженились, ушли, а нам оставили. И так мы в этом доме, в бараке жили. И вот это наша вся жизнь начиналась. И вот мы с того дня, вот по сегодняшний день жизни, не ударить, не обругать. Никогда. Этого у нас нету. Ветеран сегодня проживает в Сухуми вместе с дочкой и супругой. В ноябре Филиппу Ивановичу исполнится 99 лет. Лаура Капш, Тимур Гогохя, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Бутов от имени руководства Абхазии поздравил с праздником Победы Екатерину Синявскую. В этом году ветерану исполнится 100 лет. Екатерина Васильевна поблагодарила руководство страны за внимание, пригласила министра на чашечку чая и показала фотоархив. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия и школьники средней школы номер 3 города Сухум посетили ветерана войны Григория Шарова. 92-летний ветеран встретил гостей во дворе дома. Когда началась война, Григорию Петровичу было 12 лет. Через 3 года, в 15 лет, он вступил в партизанский отряд. Глава администрации Сухума Беслан Эшба поздравил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину и Нону Дорофееву. Столетняя Валентина Шульгина прошла всю войну. Победу встретила в Берлине и даже оставила надпись на Рейхстаге. 97-летняя Ноны Дорофеева была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж. От имени руководства страны все ветераны в преддверии Дня Победы получат памятные подарки и адресную помощь в размере 50 тысяч рублей. Сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов Великой Отечественной войны. В Министерстве обороны прошло торжественное собрание, приуроченное к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов вооруженных сил и военнослужащих поздравил министр обороны Владимир Ануа. Он отметил, что сыны и дочери Абхазии, проявляя беспримерный героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к родине, вписали немало ярких страниц в героическую летопись Великой Отечественной войны. Участников торжественного собрания с праздником Победы также поздравил заместитель председателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны Законбей Нанба. В честь 77-й годовщины Победы приказом министра обороны отличившиеся военнослужащие были награждены ведомственными медалями. В Министерстве обороны Абхазии готовится к торжественному прохождению 9 мая в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. На набережной Махаджира в городе Сухум прошла генеральная репетиция парада. В торжественном марше примут участие более 400 военнослужащих. Это парадные колонны частей и подразделений оборонного ведомства, Государственной службы охраны, Министерства внутренних дел, МЧС, службы госбезопасности, Государственной миграционной службы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. В генеральной репетиции принимал участие министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа. Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на набережной Махаджира у памятника неизвестному солдату. В рамках подготовки к параду Победы 9 мая 2022 года более 2 месяцев готовим личный состав в части подразделений Министерства обороны Республики Абхазия, 7-й российской военной базы в Абхазии, пограничного управления ФСБ России в Абхазии, а также и другие подразделения силовые. Сегодня была генеральная репетиция по
результатом сегодняшней генеральной репетиции министром обороны Республики Абхазия была поставлена оценка «хорошо». Хочу поздравить весь народ Абхазии с наступающим праздником 9 мая, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, добра, мирного неба над головой. Накануне празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. Спикер парламента пожелал депутатам Госдумы Федерального собрания и всему российскому народу успехов в решении поставленных задач. В преддверии 77-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне МВД совместно с сотрудниками представительства Россотрудничества в Абхазии провели акцию «Георгиевская лента». Подробности в репортаже пресс-службы Министерства внутренних дел. МВД Абхазии совместно с сотрудниками представительства Россотрудничества в Абхазии провели акцию «Георгиевская лента». 4 и 5 мая сотрудники госавтоинспекции Министерства внутренних дел Абхазии поздравили граждан с наступающим праздником Великой Победы, вручали участникам дорожного движения георгиевские ленты, напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, в том числе в период майских праздников. Георгиевская лента – это символ памяти о подвиге нашего народа. Нет ни одного человека, который не испытывал бы гордость за то, что сделали наши предки. И через эту ленточку передается своеобразная эстафета памяти следующим поколениям. Проведенная акция еще раз напомнила о героизме и самоотверженности ветеранов, защищавших нашу Родину. 500 ленточек, символов памяти и благодарности людям, которые спасли мир от фашизма, передали Министерству внутренних дел представители Россотрудничества в Абхазии. Традиционная акция по раздаче георгиевских лент проводится по всей республике. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Чемчирского морского порта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения, сообщается на сайте Кабмина. В совещании приняли участие заместитель министра экономики Эмма Галиузова, заместитель министра обороны Надар Авицба, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба, руководитель РУП «Абхазское морское пароходство» Даур Арцинба. Доклад по итогам совещания будет представлен президенту Абхазии Аслану Бжане. Адвокатуре Абхазии исполнилось 99 лет. Днем образования абхазской адвокатуры считают 6 мая 1923 года, когда на объединенном заседании Президиума ЦИК и Совнаркома СССР Абхазии были утверждены положения об адвокатуре и о коллегии защитников. Первым председателем Президиума коллегии адвокатов Абхазии был назначен Борис Захаров. До 1 июня 2006 года коллегия адвокатов республики в своей деятельности руководствовалась законом об адвокатуре СССР от 1979 года. В июне 2006 был принят закон об адвокатской деятельности и адвокатуре Абхазии. В настоящее время в республике статус адвоката имеют 120 человек. 6 мая отмечается День абхазской адвокатуры. Это профессиональный праздник работников адвокатуры Института гражданского общества, призванного законом осуществлять защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, представлять их интересы в судах и других государственных органах. Сегодня адвокатура является авторитетным и значимым институтом гражданского сообщества, надежным гарантом развития правового государства. Оказывая квалифицированную юридическую помощь, следуя принципам профессиональной этики, адвокаты защищают конституционные права и свободы, законные интересы доверителей, граждан и юридических лиц. В этом году абхазской адвокатуре исполнилось 99 лет, вот сегодня. Начало ее формирования было положено в январе 1922 года, когда Ревком СССР Абхазии принял постановление об организации защиты по уголовным делам и представительству сторон по гражданским делам. А 6 мая 1923 года на объединенном заседании Президиума ЦИК и Совнаркома СССР Абхазии утвердила положение об адвокатуре и о коллегии защитников. С этого дня считается адвокатура образованной Абхазии. Хочу отметить, что сегодня в рядах абхазской адвокатуры как опытные профессионалы, так и молодые адвокаты
перенимающие опыт своих старших коллег и показывающие успехи в работе. Высокий профессионализм, ответственность, преданность делу, стремление к постоянному совершенствованию являются отличительными чертами адвокатов республики. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к нашим коллегам, адвокаты, поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем Абхазской адвокатуры. В этот праздничный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, благополучия и профессиональных успехов. 6 мая в Сухуми в здании Комитета по репатриации состоялось мероприятие, посвященное памяти супруги генерал-майора армии Сирийской Арабской Республики Уалида Маршан, депутата Народного совета Сирии, кавалера ордена Ахзабша третьей степени Джансет Казанба. Была открыта траурная книга, где все желающие могли оставить записи, выразить слова соболезнования семье усопшей. Мероприятие посетил президент Аслан Бжания. Глава государства оставил запись в книге памяти, которую затем передадут семье Джансет Казанба. Супруга генерала Уалида Маршан Джансет Казанба скончалась 5 мая в Дамаске после продолжительной болезни. Политическая партия Ам-Цахар и Российская партия «Единая Россия» планируют подписать меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. Цель соглашения – развитие межпартийного диалога с Россией, совместная реализация важных гуманитарных и молодежных инициатив в сфере образования, культуры и спорта. Для реализации подобных проектов происходит обновление состава партии, активизируется работа с молодежью с помощью создания республиканского молодежного штаба. Создан отдел по внешним связям. Его возглавил Дауд Кови, профессиональный политолог, который со своей командой занимается подготовкой текста меморандума. Союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии был создан в 1999 году. У его истоков стояли такие видные люди нашей страны, как Сергей Дбар, Ака Ардзенба, Владимир Начач, Гарри Айба, Мираб Кишмария, Закан Джугели и многие другие наши соратники. Он объединил ветеранов-единомышленников, которые встали вместе ради защиты прав ветеранов национальных интересов Республики Абхазия. Сегодня весь мир и наш народ стоят на исторической развилке. Мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами. Подрастает новое поколение молодежи, которому в этой сложной ситуации предстоит взять на себе ответственность за будущее Абхазии. Понимая важность поддержки молодого поколения, мы проводим обновление партии Ам-Цахара, будем активизировать работу с молодежью через создание Республиканского молодежного штаба партии. В его задачи войдет проведение культурных, спортивных, образовательных мероприятий. Мы поддерживаем нашу молодежь и ее стремление внести вклад в укрепление суверенной, независимой, процветающей Абхазии. يخا هراجار هاي حبورا حردقلنا يحتخب حنتكرر حرغارتس يحرقلرس يا إيماج زما проблему كوي حامو أخا هيدقلنا يحزمزبو جيقزم وما كعجم يجيج بشوك ستويد حنتكرر الديمقراطية بميا الخنا هاي وشتي بس قويانا قد حامشي يدقلنا حبخي يشتو أو دايركوا حزببها. Политическая партия Ам-Цахара всегда поддерживала курс на развитие абхазо-российских отношений. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. В целях развития межпартийного диалога с Россией, в совместной реализации важных гуманитарных, общественных, социальных инициатив мы ведем переговоры о подписании меморандума между нашей политической партией Ам-Цахара, меморандума о взаимодействии и сотрудничестве с крупнейшей политической партией России «Единой России». Политическая партия Ам-Цахара открыта к международному диалогу. Кроме того, мы стремимся развивать всесторонние отношения с политическими партиями евразийского пространства и государствами, которые признают нашу независимость. Мы ведем подготовку к масштабному съезду политической партии Ам-Цахара
на котором будет избран председатель молодежного крыла, молодежного штаба партии. И в связи с это будет такой отправной точкой, с которой мы начнем свою активную деятельность. Наша партия исходит из необходимости объединения народа, гармоничного диалога между поколениями, создания современной экономики и социальной сферы и, естественно, укрепления суверенной республики Абхазия. Исполнилось 108 лет со дня рождения выдающегося абхазского ученого, историка-кавказоведа, доктора исторических наук Георгия Алексеевича Дзидзария. Георгий Дзидзарий – один из крупнейших специалистов по истории Абхазии и Кавказа XIX – начала XX веков. Благодаря его фундаментальным трудам именно этот период является глубоко исследованным в истории Абхазии. Огромен вклад Георгия Дзидзария в национально-освободительное движение абхазского народа. В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий, сборников и брошюр. В Абхазии учреждена государственная премия в области науки имени Георгия Дзидзария. Она присуждается за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получившие широкое общественное признание, являющееся крупным вкладом в развитие науки. Завершается конкурсный отбор на поступление абитуриентов из Абхазии в высшие учебные заведения Российской Федерации. В этом году при поддержке МИДа Абхазии и платформы «Будущее Абхазии» в ведущие российские вузы поступили десятки молодых людей. Как сообщил пресс-секретарь посольства Абхазии в России Абзаук Цвижба, конкурсные мероприятия продолжатся в следующем году. Министерством иностранных дел Республики Абхазия совместно с посольством Республики Абхазия в Российской Федерации на базе платформы «Будущее Абхазии» в этом году впервые прошел конкурсный отбор молодых ребят из разных городов республики – Сухума, Ачамчыры, Тупарчала, Гала, Гагры. По результатам конкурса было отобрано более десятка молодых ребят, которые были рекомендованы к зачислению по квоте в ведущие вузы Российской Федерации, такие как Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Московский автомобильно-дорожный институт, Московский архитектурный институт, Московский государственный юридический университет имени Олега Емельяновича Кутафина, Московский государственный институт культуры, Кубанский государственный университет и другие. Считаем, что такого рода проекты очень важны для нашей республики, так как это подготовка высококвалифицированных специалистов, которые в будущем будут являться кадровым резервом нашей молодой республики. Сообщаем, что прием заявок в Центр «Будущее Абхазии» завершается. Прием заявок будет продолжен в следующем году. Центр продолжит следить за тем, как будут учиться студенты, и в случае необходимости будет оказывать помощь в рамках своих полномочий. Спасибо большое всем, кто принял участие в конкурсе. Желаем всем поступившим успеха в учебе. Торгово-промышленная палата Абхазии провела встречу с репатриантами, занимающимися предпринимательской деятельностью на территории республики. Обсуждались вопросы развития бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы среди предпринимателей соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Подробности в репортаже Шазина Ханагуа. Открывая рабочую встречу, президент ТПП Тамила Мирсхулава отметила, что основная цель мероприятия – оказать поддержку предпринимателям, репатриантам, вернувшимся на историческую родину. Тамила Мирсхулава подчеркнула, что успешная экономическая деятельность предпринимателей и репатриантов внутри страны может послужить хорошим примером для многочисленной диаспоры, проживающей в Турции, Сирийской Арабской Республике, а также для тех, кто еще не принял решение вернуться на свою историческую родину. Для нас очень важно понимать, с какими трудностями вы сталкиваетесь, какие вопросы вас интересуют в сфере предпринимательства. И для нас очень важен этот диалог. Мы намерены, и я призываю вас к постоянной, регулярной коммуникации с торгово-промышленной палатой. Многие из вас сегодня присутствующие на такой встрече, я полагаю, что для вас она впервые и не знают, какими услугами можно пользоваться в торгово-промышленной палате.
Участников встречи проинформировали о работе торгово-промышленной палаты по линии сотрудничества с Турецкой и Сирийской Арабской Республиками. Основными формами двустороннего взаимодействия помимо товарных поставок являются сотрудничество с торгово-промышленными палатами, организациями, ассоциациями. Если с Сирией экономические отношения только начинают развиваться, то с Турцией Абхазия имеет давние связи. Сегодня Турция является вторым по значимости экономическим партнером Абхазии. Доля от внешнего товарооборота составляет 5,2%, и эта цифра ежегодно увеличивается. Торговля между Турцией и Абхазией осуществляется в основном путем морского сообщения. ТПП проводит непрерывную работу с Турцией по многим направлениям. На сегодняшний день у палаты подписаны соглашения о сотрудничестве с Федерацией Абхазских культурных центров, с общественной организацией кавказских бизнесменов «Кофеат», с торгово-промышленной палатой города Сакари, с турецко-кипрской торговой палатой. Также подписан протокол о намерениях с администрацией города Хендек и с 8 турагентствами, базирующимися на территории Турции. Участники встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются в предпринимательской деятельности. Интересовались льготами, которые имеют репатрианты при открытии своего бизнеса. Мы можем использовать эту возможность, если будем знать. Где-то какое-то решение есть, касающееся нас, но мы это не знаем. Когда не знаем, само собой, мы не можем использовать его. Поэтому, может быть, как-то информировать, это, может быть, вы нам поможете узнать вот эти моменты, какие льготы имеем на самом деле в сфере бизнеса как репатриант. Я знаю, что есть закон, который предусматривает определенная статья. Если желают арендовать землю, то, конечно, налог за землю освобождается сроком на 5 лет. Это вот как бы для тех, особенно кто хочет заниматься в сфере сельского хозяйства. Давайте мы вместе с вами как раз будем продумывать, возможно, ваши предложения. Вот мы сегодня все это обязательно будем переносить на бумагу и будем ваши пожелания доносить это до тех структур, которые непосредственно занимаются и отвечают за экономику развития нашей страны. Президент ТПП Тамила Мирсхулава призвала всех участников встречи к диалогу и выразила надежду на то, что такие мероприятия будут проходить регулярно. Шадина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Решением экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 7 июля текущего года в 11 часов в здании Верховного суда. Граждане, желающие сдать экзамен, могут подать соответствующие заявления в экзаменационную комиссию. По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону 770 94 65. 8 мая состоятся повторные выборы президента Южной Осетии. Посольство Республики Южной Осетии в Республике Абхазия приглашает граждан, имеющих действительные паспорта гражданина Южной Осетии, принять участие в голосовании на избирательном участке номер 4 в здании Республиканской национальной библиотеки в Сухуме. Участок будет открыт с 8 утра до 8 часов вечера. Работа управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум признана удовлетворительной. Такие выводы сделаны депутатами Сухумского городского собрания по итогам отчета исполняющего обязанности директора управления Эльзы Хагба и ее заместителя Эсмы Квициния. 10 мая состоится встреча в комиссии по физической культуре и спорту, где будут обсуждены проблемные вопросы и планы на следующий год. Депутаты Сухумского городского собрания выразили готовность поддержать управление по делам молодежи и спорта в реализации проектов, важных для развития спорта в целом. 8 и 9 мая в селе Дурипш состоится первенство Гудаутского района по конному спорту. В турнире примут участие команды 7 сел района. В программе турнира национально-спортивные игры и скачки на разные дистанции. Начало соревнований в 10 часов. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 7, 8 и 9 мая на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, туман. Температура воздуха ночью плюс 7, 12, днем 11-16 тепла. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.